Сегодня у нас необычная передача, посвященная приемным папам. В один из январских дней нам позвонил Алексей Александрович Митюков, приемный папа из Алёкминска, и сообщил, что вместе с еще одним приемным папой, Василием Петровичем Неустроевым из Киндигирского национального наслега, они повезут гуманитарную помощь, собранную жителями Алёкминского улуса, в зону проведения специальной военной операции. Так, ну все, вот. Благодаря участию всех жителей улуса было собрано свыше 200 килограммов груза, и нашим приемным папам оказывалась большая поддержка. Мы повезем гуманитарную помощь нашим мобилизованным ребятам, которые спецоперации, которые, и добровольцы, и мобилизованные, землякам, короче. У нас там сейчас тоже волонтерский центр есть, вот с района обычные люди, предприятия помогают. И есть связь с ребятами, вот они звонят, говорят, нужды какие есть, там броники, тепловизоры, там квадрокоптеры, рации, там носки, все насущное, то, что надо. Вот всем районам собираем, помогаем. Тут и письма есть, и от родных, и носки вязаные, и балаклавы, и там бабушки вяжут. С нашего наследия отправляют варенье, там домашние заготовки, и вот тем ребятам, которые с Кадукёля, они тоже письма, школьники отправляют. Спасибо нашему главе, всем ребятам, которые всех, кто тут много перечислять, я назову это всех земляков, кто принимал участие, всем большое спасибо. Ребятам необходимо, они сейчас находятся на передовой, защищают, и поэтому то, что от нас зависит, мы стараемся им помогать. Мы победим, по-любому победим, потому что наше дело правое. Алексей Александрович воспитывает 7 детей, Василий Петрович – 9. Через 3 с лишним недели мы встретились с нашими приемными папами, вернувшимися из зоны проведения специальной военной операции. Наши папы смогли доставить весь груз, побывав почти у передовой. Первая поездка наша была это до Волновахи, там Кирилловка, да? Мариуполь, да. Новоандреевка. Новоандреевка. Там много населенных пунктов, там все не вспомним сразу. В общем, где были посылки, куда мы все доставили, слава богу. Огромное спасибо всем тем, кто пишет нам письма, детям в первую очередь, которые не забывают и шлют нам напутственные слова. Они нам здесь очень нужны и поддерживают наш дух. В целом, волонтерский центр, весь Алёкминск, брат, тебе помогает, всем нашим пацанам спасибо помогает. огромное вообще главе Республики Саха-Якутия, всей нашей огромной Якутии, Алёкминску, своему городу. Огромное спасибо за поддержку. Мы очень рады, это ценно увидеть земляка рядом, вообще в таком месте. И вообще в целом просто от души всем огромное спасибо. Эмоционально сложно говорить. В общем, спасибо огромное всем, кто помнит нас и нам хоть что-то присылает в плане того, что это радостно, любая весточка со своей родины. Огромная поддержка и, в общем, огромное спасибо. Папа, привет большое. Большой привет, то есть Женя, сестра Женя, зять. Люблю вас. Скоро приеду обязательно с победой домой. Мужики привезли посылки, подарочки нам подарили. Что-то с Алёкминска, что-то еще там побольше. Как-то так. Всем привет. Мы несколько дней, дней 4-5, помогали в военном госпитале. В Ростове тоже работают наши врачи якутские. И мы с Алексеем помогали им, выявляем
раненых, ну, которые вот из Якутии, и вручали гуманитарную помощь. Всем привет большой от алюкминчан. И спасибо за посылки, детям за письма. Спасибо тоже координационному центру, да, получается, республиканскому. Там ребята давно уже находятся, ну, месяца 2-3 точно, да, где-то так. Они тоже занимаются, ну, гуманитарку развозят по всей, то есть мы-то охватили только алюкминчан, получается, а ребята на всю республику работают. И вот мы с ними скоординировались, и они нам маршрут показали, вот навестили земляков, передали посылки, как бы все довольны, созванивались, как бы определяли место, где удобно увидеться у них, ну, местами где-то и недалеко от передовой получилось так, что там и взрывы, и все, и вот так. Дорогие земляки, алюкминчане, спасибо за вашу поддержку, за предоставление теплого белья, радиосвязи, зарядные устройства, которые необходимы нас в данный момент. Было бы неплохо, вот, допустим, там на базе КамАЗа, Сайгака или там Урала, там Кунга сделать с прицепом передвижные бани. Подъехал там, ну, в безопасное место, конечно, ребята с передовой вышли, помылись, одели чистое нательное белье, как бы там привели себя в порядок, поехали. Потому что, да, местами там есть такие жесткие условия, что и воды не всегда хватает, как бы, да, салфетками этими влажными умывается, как бы. И вот даже возьмите вот такие моменты, это вообще по сути было бы все. Вот банка тушенки, да, сколько она весит? Она и объемная, а у нас вот охотники, рыбаки, вот в лес же, когда идешь, берешь же эту, там и оленина сушеная, и жеребятина сушеная, ее порезал, там несколько кусочков кинулся, воды попил, она в желудке разбухла, как бы и сыт, и питательно, как бы, да, и веса по большому счету не имеет. И вот такая пища была бы там вообще актуальна. Здравствуйте, дорогие земляки! Хотели бы поблагодарить за вас за гуманитарную помощь, за то, что поддерживаете нас. Ваша поддержка для нас очень важна. Также хотели подчеркнуть, что глава республики помогает нам. Главы районов, каждый район хочет помочь нам. Вы знаете, я не первый наш волонтерский центр посещаю в республике. И, конечно, выражаю искреннюю благодарность тем людям, которые по зову сердца пришли и работают в этих волонтерских центрах, в частности, вот здесь, в городе Алёкминске. Это люди абсолютно неравнодушные к тому, что в жизни происходит. Я уверен, что примеры такого сплочения, они у нас и в Алёкминском районе, и в других районах. И это позволяет мне верить, что мы, якутяне, своих никогда не бросим, мы их будем поддерживать. О необходимости духовно-нравственного воспитания молодежи говорила на встрече народный депутат Илтумен от Алёкминского улуса Оксана Тагировна Михайлова. У нас есть педагог, ну и все в районе знают, Наталья Павловна Жарняк, и она много лет, вот именно 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана, она проводит концерт. Каждый год у нас количество участников патриотического концерта, детского концерта прирастало. И вот вчера все соцсети алёкминские, они просто трещали по швам, потому что я вот не могу удержаться. Посмотрите, что выбирают дети. То есть детей же сейчас современных заставить что-то исполнять из песенного репертуара, что не находит отклик у них, это очень сложно. То есть это будет видно. Это не будет качественно, это всегда вот глазом ловится. И это та ценность, историческая правда, которую мы не дадим попирать никакому Западу, да? Об этом можно много говорить, но когда нужно делать дело, нужно выводить детей на сцену и создавать ситуацию их активности в патриотическом направлении. Потому что сколько бы мы об этом, сколько бы мы ни говорили, там, мед во рту слаще не станет, да?
Вот Жарняк на уровне района вытягивает эту тему патриотизма на сцену районного дома культуры, и что мешает делать всем субъектам, всем 89 субъектам Российской Федерации, включая новые территории, это можно сделать. И сейчас мы смотрим вот на наших мужчин, которых не хватает в системе воспитания. Так уж случилось, что наша система постепенно мужчин вытеснила. Наверное, причина простая. Долгое время в образовании уровень заработной платы был ниже, скажем так, отраслевой по производственной сфере. Сейчас в детских садах у нас одни женщины, в школах у нас 10%, если мужчин есть, слава богу, неполных семей у нас очень много. И как мы будем профилактировать правонарушения среди несовершеннолетних? Вопрос. Силами только женщин? Эффективность? Вопрос. Поэтому то новое движение, которое создано в июле прошлого года, я речь веду об общероссийском общественно-государственном движении детей и молодежи, движении первых, это та история, куда должны зайти вот такие мужчины, общественники. Вот у нас и Алексей, и Василий, они являются приемными отцами. Они наряду со своими кровнорожденными детьми воспитывают детей, которые остались без попечения родителей. И именно проверенные отцы могут стать наставниками нового движения. Сейчас даже есть такое направление, как социальное наставничество. Социальное наставничество для нас это вот понятное дело, потому что вот они занимаются этим социальным наставничеством, когда они не просто там по телефону курируют или денежкой помогают ребенку, которому не уделяют должное внимание в проблемной семье, где пьющие родители. Они вообще взяли этих детей в свою семью. Чем больше в республике будет приемных семей, чем больше у нас будет готовых, сознательных наставников нового движения, тем быстрее у нас вот система наладится, эффективная система воспитания нового гражданского общества, для которого слово патриотизм будет вполне осязаемым и конкретным, и внятным, я бы так сказала. То, что главы наших приемных семей вносят свой вклад в общее дело, является примером патриотизма для молодежи.